айтасың шоу, ау, не айтасың шоу. Көрерменім назарың бізде болсын. Ханымдар мен мырзалар, бұл Ана шоу. Ассаламу алейкум, құрметті достар, біздің каналдың көрермендері. Бұл екінші «Ал не айтасың» шоу екінші эпизоды. Біздің жүргізушіміз Эндрю, Найджериядан келген Эндрю, менің досым. Осы жерде ағылшын тілінде сабақ беретін өзінің мектебі бар. Ал біздің енді осы кеште қонағымыз, біздің шоудың қонағымыз менің досым, менің сыныптасым, Таңатов Аймұрат дейтін жігіт. Осы жерде енді көріп отырған адамдар бәрі көп таниды енді осы кісіні. Бұл ең бірінші, ең бастысы мастер спорта по дзюдо. Дұрыс па, мастер спорта ма? Да. Двойной мастер спорта по дзюдо. Өзі оған қоса суретші, ең мықты суретші осы біздің енді Маңғыстау емес, Батыс Қазақстанның мықты суретшісі деп айтсам да қателеспейтін шығар. Сен үшін, прекрасно дейсің. Осы жердегі бірінші мұнаймен сурет салған жігіт осы, әлі күнге шейін салып жүр. Сондықтан біздің шоу бүгін осы кісінің интервьюімен өтеді. Ал Аймұрат, өзің жайлы бір әңгіме айтып жүрсең. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, бро. Рад знакомству. Очень взаимно. Қазақша ма орыс? Қазақша, орысша, ағылшынша. Whichever language you go with, we're here, we're good. Тебе как вообще? Не, казак, русский, все, пойдет. Да? Да. Поймешь? Так, неден бастаймыз. Жалпы, енді айтып жатсың ғой, суретші ең мықты, ең жалпы қарапайым баламыз ғой осындай. Мен енді спорт саласында да, өнер саласында да қызмет еттім, жұмыс жасадым. Қазір для себя заниматься етемін. Мен бала кезімнен, менің бүткіл историямды примерно білесің ғой. Он все знает про меня. Я с ним с 5 класса. И во всех моих начинаниях, да, он присутствовал, всегда поддерживал. Да. И когда я открывал галерею, первую галерею, вторую, третью, у меня 4-я сейчас галерея, просто местами, локации менялись. Самая первая галерея была на берегу моря, на спуске Тарас Шевченко. Был там внизу, где Каспиан Ривера, и внизу там... Каспиан, да. Там внизу прям... Это где это самолет или что там поставили? Нет, это внизу прям, где этот... скальная тропа начинается где. Там было такое... right from the Caspian River. Caspian River. There's like a place like atrium that looks to the sea, like on the seashore. So it was a beautiful place. Wow. So he moved from there or he's still there? No, he moved by some kind of stuff. Ну там было самое первое, мы самую первую открыли там галерею, самые первые, когда начинали. Это было заброшенное здание. Мы ее прям, честно сказать, очень много трудились, чтобы там сделать галерею. Знаешь, как художнику, это же трудно же. И мы там сделали так, чтобы было все классно. Да? Для этого что надо было? Конечно, средства нужны были. Мы 2 художника, у меня друг рядом, мы вдвоем пришли туда, посмотрели. А вообще это здание нам как бы без аренды, дали, на пользование. Есть такой человек, Мурат Саугабаев, вот он нам предложил, и мы там сделали. Там было такое вообще прям, как бы заброшено. Терезе жёг, окон нет, вообще прям ничего, пустое было. И мы с этого начали делать, сначала искал, кто поддержал, как спонсор был, разные, кто как мог, да, поддержал нас, а потом дальше мы часть половины открыли, и оттуда начали картины свои вешать, и уже продавать, картину продаем, там, материал покупаем, и там, так вот, долги брали, там, в общем, такой был момент в жизни, да, очень трудный, да, первый, и, знаете, в то время
в то время вообще как бы, очень сложно было. Ну, потом постепенно как бы оборот начали брать, начали двигаться, выставки делать, республиканские, потом международных художников приглашали, да. И дальше вот так раскрутили. Ну, сейчас я так легко говорю, об этом Да, много но можно это говорить. я. Да. So it's now есть люди, которые они изучают как there are people who learn to be artists, Yeah. and there are people who are born Oh, yeah. with this thing. Yeah. There are people who have Talented. there are people who are talented to do this and they work on it, but there are people who are naturally gifted. Yeah. So I want to ask him, Mhm. which part does he fall in? Did he learn this, or it was something embedded in him that it was so easy for him to like start this thing? Is it like, did he learn it, or is it that he Yeah. has it inside of him and he developed the talent? У меня был талант. Wow. Я родился, ну, как бы, как родился, уже с детства, с садика знал, что я буду художником, и мечтал об этом. У меня у отца старший брат, ну, как бы он был художником тоже. Я как бы под него подражал, хотел, чтобы я сам, ну, как бы я сам хотел. А дальше вот так вот пошло. В одно время бы не хотел этим заниматься, потому что, ну, у нас, ну, как бы это не актуально же. Ну, Okay. я не знаю, как у вас там. У нас сейчас не актуально быть художником. Но я, как сказал, знаете, раньше, когда я смотрел картина, которую художник сделал, я просто смотрю все. You know what I'm saying? I just like, okay, it's just a painting, right? You don't get deep. Yeah, I don't go deeper. Understand. Потому что, как обычно человек будет посмотреть картину, другие, как художник будут посмотреть картины. You know what I mean? Но твоя картина, которую я видел, it was because it was so articulated, it was so detailed. Life. Да, как живой. Живой, Yeah, да. really. I saw it, and я никогда рисовать, я не знаю, я не могу, I cannot even draw. Yeah. So when I see people like him who are professionals who live in this thing, I really wonder how they keep up with this. Is it that it comes easy? Вы можете, например, вставай, посмотри картину. Россию или иногда сложно для вас сейчас, чем когда вы начинаете? You know what I mean? How was the process? You know, getting it done, getting the job done from, let's say, 10 years ago and now. Are there any? I think it's kind of like a gift. It's a gift. Yeah, it's a gift to see and draw. Вообще самое главное, когда художник растет. Он растет как? Он видит свои первые картины, потом видит после, там, ну, как бы уже, допустим, в 2013 году какой я был в 2018 году и сегодня какой я. И этот процесс, рост здесь есть, вот это вот самое хорошее для художника. Ну, как у тебя тоже, наверное, раньше там казахский плохой был, сейчас лучше стал. Или там, да, если там русский плохой был, вот года, сейчас у тебя, это же годами приходит мастерство. Growth. Как. Yeah. It's all about growth. So, вы тоже занимаетесь спортом, right? Да. Now, для меня, для вас сейчас, как вы балансировка это? Не, ну это я дзюдо сейчас как бы давно, ну как бы это только для себя хожу. Ну, бывает, за этот зал захожу, для себя занимаюсь. Раньше я, да, занимался и тренером был, воспитывал детей тоже. А потом сейчас со временем я уже перешел на одно направление. Именно живопись перешел. И это, знаешь, как тебе сказать, у нас есть такое, то, что я должен был определиться в одно направление. Да? Я не мог там тоже сложно, потому что с детьми работаешь. Тут уже надо ответственность тоже, да, там, потому что людьми там заказы бывают, иногда картины. И всегда вот это вот как бы напрягало меня, потому что я вот так бегал со спортзала в галерею, из галереи в спортзал. И вот так вот время проходило, я потом решил в одно направление пойти. А спорт сейчас для себя там поддерживаю и все. Ондай сұрағым бар мен. Мына біздің жалпы көрермендерге былай айтайын дегенім, мынау біздің қалада осы
төртінші микрорайонда көптеген жалпы қала бойынша үйлердің жанында салынған жаңағы муралдар бар. Оны байқаған шығарсыңдар. Ана 15-тегі маған ең ұнайтыны ана 15-тегі үш бала ғой, иә? Қателеспесем. Дружба народов деген Да, достық. біз біргеміз деген. Енді менің мынандай сұрағым бар. Сол муралды айтпақшы, мурал. Менің проектім ол. Аймұраттың проекті, Аймұраттың командасы, мен достарым бірге. Достары, оқушылары, сол бірігіп бәрі жасаған проект. Сондықтан мен осы мына проект бойынша бір айта кетсең, қалай болған, өзің несі, историясы ғой, қалай сен ол проектті алдың, ол енді әкімшіліктен нетілген. Ты же в Казахстане давно, да? Да? Сколько лет в Казахстане? Вообще 8 лет. Ну давай что, открыто говорить, что там такого, да? Да. Ешкімді жамандамай, как правду, да? Ал енді қызығы басталды. Ал не айтасың, шоу басталды. Ну, как же, ты видел, кто-то этот плакат же был там? От правды не убежишь, да? От правды, да? Ну, правда есть правда. И вот, представляешь, в 14 году я сказал впервые там архитектору, в 15 или 14 году, Акиму в то время, я там говорю, есть такой проект один, может сделаем. Вообще никто не слышал. Ну, не слышит. Я такой смотрю и думаю, что за фигня. Потом в 15 году одному бизнесмену мы сделали там ну тоже на дом эти голуби сделали. Ана не жақта. Я. Это давно было. Адамдар дейтін көрді ғой жалпы. 17 или 19. 17. 19-да был, да. И когда мы это сделали, ну как бы сделали так, чтобы дешево, да, чтобы как бы сначала показать людям. Показать людям, да. Дешево болғанда арзан дейді. Арзан, да. Дешево не выглядит. Не, ну дешево выглядит, как этот клиент в то время попросил, чтобы это было белые голуби, да. Ну, вообще мы делали как 3D, она как живая получилась. Там разные цвета, объемно, вот так вот делали. Ну, это сказали, это не пойдет, надо это там. Убирать. Ну, не убирать, просто белый сделать. Окей. Ну, белый, он чисто такой белый получается. И из-за этого мы сделали, и это уже какой год был? Тоже какой-то 16-17 год, что ли. И потом опять тишина. Я везде, там, каждый захожу, иногда говорю, там, давайте это все. И потом, до этого времени у меня очень много проектов было. Ну, знаете, вообще искусство в данное время никому не нужно. И в том числе и государству не нужно. Сейчас, наверное, пытаются, что-то хотят, ну, это, потому что процесс, вот это все происходило, да, ну, грубо сказать, где-то 8-7 лет, где-то, да, вот так. И никто не слышал об этом, да, ну, не хотел красиво. Нам, для нашего города, очень, как бы, хотелось бы вообще очень многого яркого цветов, и, как бы, какие-то эти, как бы, сейчас же модно 3D, там, всякие вот эти, на дома, какие-то, чтобы вот человек пришел, по-моему, проходил мимо и посмотрел на это, и думал, да, что хотел художник изобразить, да. И что это говорит, что за композиция? Эта композиция о чем-то должна говорить же. Художник всегда что-то какие-то намеки делает, кто-то конкретно говорит, как вот это все. И ойландыру керек қой адамды. И содан бері қарата енді біраз уақыт өтті. Никому не интересно было. Потом вот где-то День города, недавно, 2 года назад, по-моему, Аким решился все-таки, позвал меня. Ну, Аким города позвал, и он спонсором определил каждой компании для города, Нурикинг, да. И он как спонсорство сделали для города, и 10 муралов. Но там в основном мы сделали для наши писателей, эти батыры наши, ну, кто здесь родом отсюда. И мы для них, в честь них, как бы сделали их муралы, да. Ну, это что, я сначала, как бы, у меня в планах другое было, конечно, видение мое другое, но потом поначалу я не понял их,
Но потом начал понимать, потому что это тоже пропаганда. Обычно Кекельбаева, чтобы люди знали, кто он такой вообще. И Есенгали Раушанов, Ариза апамыз. Ол кісілердің барлығы, как бы біздің Маңғыстаудың несіне өте үлкен үлесін еңбегін атқарған, осындай өнер жағынан, қоғам жағынан. И ол кісілердің бәрін адамда тану керек, білу керек да. Басқа ұлт болсын бәрі білу керек деп ойлаймын да. И соны мен көрген кезде өз көзіммен көрдім, кішкентай бала әкесімен келе жатып, кто это дейді. И он только, отец этому ребенку объясняет, это казахский великий поэт. Уже так смотрю, это результат. Потому что все начали знать, ну как бы гуглить. Кім екенін біледі. С одной стороны, ол күшті. Ну, конечно, есть такое, допустим, креатив, это, чтобы что-то современное сделать. Это вообще, ну, это... Креатив, она, он без тех креатив, очень мощный креатив. Ну, он без тех жақсы, да. Ол енді свободный нәрсе, ол свободный тақырып болды, ол тақырыпқа біз свободно қарадық та, и свободно жасадық сол нәрсе. Сол сенің идеяң. Иә. Мен енді оны өзім, даже для почти, оны, по-моему, біздің бір досым, менің бір інім бар, сол спонсор болды, соның домға. Біздің идеямен, мен соны, ровно 9 компания шығып, 9 компания жасады да, 10-шысын мен жаңа дос балан інімізді тарттырып, сол ініміз, короче, осы нені спонсорить ететін болды да, біз соны жасадық содан кейін. Именно өзіміздің ойымызбен да, историямызбен. Did you get it, bro? Have you seen these paintings on That the I was wall? about to ask on buildings, right? Yeah, on A buildings. lot of And them. it He's was the one this- doing it. I was Yeah, gonna this ask one. him. There's one right here, Yeah. and if you keep going that way, you see a lot of them, like big. Там есть картина, разные казаки, Да. люди. You know, a lot of like Kazakh writers and Yeah, yeah. and there was this boxer on also. It's in the 14th district. So he did all of that. Это наш проект, да. Наш. Yeah, he did it, bro. Но как люди, знаете, я жил в Алмате, у меня был друзья, есть друг, который она художник, и она всегда туда, рисую. Выставки делают. Да, she does a lot of painting. Then, when I was in Almaty, what is, как люди, здесь в Актау, как люди принимают, how do people, Искусство? да, как они посмотри это, Ну, paintings, вообще так скажу, раньше было плохо, сейчас лучше. да? Сейчас лучше. Окей. Чем, если сравнением, допустим, того поколения, да, и сейчас, да, допустим, есть, но хочется лучшего. Окей. А народ как постепенно привыкает к этому, когда больше выставок. Вот, допустим, мы же ходим, там, концерты, там, театр, кино, вот это же постоянно для нас как-то это нормально. А выставка художников. Посещать галереи, да. И у нас, я вот так скажу, да, и вообще в каждом городе есть выставочный зал. There's exhibition like, Yeah. wow. Да. There's gallery. Да, именно это, допустим, галерея даже, она поддерживается государством. В каждом городе в Казахстане есть свой музей изобразительного искусства, кроме нас. Нашу галерею давно продали, ну, как бы, собственно. Жожа 11 микрорайонда была, бұрынғы галерея. Бұрын, ол раньше. И это, у нас наша большая ошибка нашей культуры, потому что нету своего выставочного зала для художников. Есть частные. Okay. Частное это другое, но государственное, которое при поддержке государства держится, да, это другое. Это потому что, просто это потому что, мое мнение, как не художник, это просто как зритель. Это, и всем известно, что не всем художникам есть, не у всех художников есть возможность открыть свою галерею. Да. Даже мастерскую. Мастерскую, например. Даже Для этого мастерскую. нужно знакомство, деньги, там какое-то помещение, вот это все собрать, это сложно, и художник, он, допустим, он же художник, он не бизнесмен. Ну, Асхар, ты же сам, помнишь? Айтыспол ол кісі, который, Асхар сам лично, да, я попросил,
чтобы он дал помещение для одного художника, мастерской. Вот он дал. Wow. Вот здесь, по-моему. Ордан. Ол кісі қайтыс болды бірақ, орыс кісі. Помнишь, семейный кабинет. Сұңқарда, да. Где я только не работал. Да. Вот Оскару, допустим, он поддержал это. Но не у каждого художника есть мастерская. Не у каждого художника есть знакомые, которые могут помочь. Да. Поддержать, точнее. Да, да. Ну, точнее, спонсорство. Ну, мы в чем скрывать? Мы все держимся на спонсорах, на друзьях. Я лично сам тоже так же. Мен айтып отырған сол, то, что художник, он должен быть художником, он не бизнесмен, который находится... He needs sponsor. People need to showcase them. Sure. In that case, he's talking about like our government should Do be something. supporting. But has he created awareness? Like, has he approached them on this issue? Yeah, he does it. This one, the morale, he offered to our city, how you say, Akimat. Yeah. So, To get a gallery. but it was like blocked. Yeah, so he didn't get a good answer for that. So when they saw the first mural, which is painted on the wall in 19th district, he said that it was like some kind of like project. So when they saw it, they asked him to do it for the city. So, просто сен қалай өздері жаңағы көмектесе ма дейді да әкімшілік. Өзі барды ма ол жерге мысалы, ұсынды ма осындай жасау. Бұрын ұсынған ғой, раньше я обращался с этим. Сейчас только начали понимать, ну как бы в этом году только решились на это. До этого, да. Не, ну, Оскар, вот сен... You know, the thing about art, right? Art has been in existence for donkey years. Yeah. Art has been really art. Yeah, это art, это вообще это Древние. да, потому что раньше, если вы видел это Египет, раньше в Африке все рисовали на камне. они рисовали и они использовали это рассказ им история. У нас было так. So когда люди бросают это нехорошо. It's not gonna be good. It's culture. Yeah, это культура. Это культура, которая она будет, you know, это что мы используем рассказано наша история. Люди сказали, что сейчас мир современный, you know, люди могут садиться на компьютер, рисовать что-нибудь, но есть большая разница. Да. Что рисовать на компьютере и что художник. Там душа есть. There is life. Раньше вы смотрели это кино +1+1. 1+1. Видишь это место, когда это Yeah. парень сказал, что такое? Это так я. Раньше я посмотрел, что это? Okay, что $1 Do you understand? Я было так. I was like that, but man, когда я начинаю посмотреть, when I started looking at art, how people speak through art, люди говорят через art, people speak through it. Я преподаю дети. На мой день рождения, каждый день рождения есть студент 3-2, которые рисуют мои картины. На моей комнате есть больше 4 мои картины, которые дети в школе рисовали. I look at it. Я знаю 100%, что я могу рисовать. Коробка 100%, я perfect do that. So, как вы сейчас можешь дам это поколение? How is she gonna give it? Do you understand? How is she gonna pass it to the next generation? Because в вашей семье есть художник, да? Окей, и это, думаю, это не талант. Я думаю, что это внутри у вас есть такое. Потому что, man, that thing wasn't just easy. Yeah, it's in the DNA, you know what I mean? So how, как вы можешь, у вас есть план или как вы будете дам это поколение следующее? You know what I mean? Yeah, чтобы это было дальше, you know, grow.
Не, ну, Я- қалай айтса болады. Сен бұл неде жаңағы ана мастер-класс сен балаларды кішкентай балаларды суретке үйретіп жүрсіңдер ғой. Ол мысалы сенің өзіңнің студенттерің. Не, мен түсінуі, не, ну, ол мәселе мынандайда ғой. Каждый человек, да, каждый человек оставляет свой след. Свой след. Даже в этом фильме, фильм «1+1», если вы момент вспомнили в этом, то что как бы я не понимаю, вот это, ты же Я- так вот это вспомнил, да? 100% Да, был теперь так. смотри, а что он ответил? Вот этот художник, который в коляске сидел. Он сказал, искусство — это то, что остается, это единственное то, что остается от людей. След. Это след что? Вот от художника, это вот эти картины, вот это она остается от нас. Да. И это единственное то, что остается от нас, произведения наши, да. И мы это, ну, как тебе сказать, мы уже несем свой как бы вклад в развитие своего искусства, нашего региона, нашего города, нашей страны, если есть возможность такое, дойдем до этого, если, да. Вообще, чтобы это все развивалось, во-первых, самое главное, должна быть поддержка. Я за себя говорю, я уверен, что у меня есть друзья, братья, там, у меня поддержка есть хорошая. Я за себя стану нормально, я не переживаю даже. Аллах халаса, ну, если Аллах нам позволит это, я сделаю. Да? Если нет, то нет. Проблем нет. Но будущее поколение растет же. Да, Искусство нам надо же, правильно? да. Как мы без искусства будем вообще развиваться, человек, да? И для этого что нужно? Для этого нужно нам развивать поддержка, поддержка не от спонсоров, поддержка от государства должна быть. Специально какие-то программы должны быть, работать. То, что галереи нет, это уже у нас проблема. Ну, допустим, мы должны вот, требовать, чтобы наших художников, много художников, Да. дети есть, подрастающие, вот, молодежь есть взрослое поколение. Вот, допустим, зачем я должен был Оскару идти, обращаться там в мастерской, да, и там другому художнику, да, представь, и такого за меня ни один художник не скажет, я в этом уверен, да, то, что меня чем-то поддержать не пойдет за меня, художник именно, да. Ну, наверное, Тынышбек пойдет, как мой друг, да, а другие художники, если даже упаду, мне даже я не верю, то, что они мне там воду дадут даже или хлеб дадут. Но я скажу тебе честно, я подошел от души и сказал тебе, дай это помещение для нашего художника, еще ол Орскісі болды, басқа ұлтты. Оскар поддержал сол кезде. Енді мен айтайын деген нәрсем мынандай ғой, что там, анау дегенмен, анау қайсысы айтатын, Генри Форд па айтатын, прежде чем спрашивать от государства что-то, спроси сначала, что ты сделал для государства, Диду? Для своей страны. Да, ну, для своей страны. И немало сделали, пара работ. Я не как молодой человек сидел там, дайте мне это там. Немало дегенде примерно сен енді былай қарағанда қанша сурет салдың осы күнге дейін? Ой, ол жетеді, Оскар. Примерно айтшы. Даже мы, если 100 мың. если даже мы все уберем, то, что я сделал, все уберем. Одно то, что я нефтью начал писать картины, это уже история. То, что я, как первый казах, который с другом Тынышбеком, мы первые, которые в Казахстане начали развивать, и то свое, мы добавляем свое, нефть чисто не пишется, вот, и мы свое делаем и изучаем, мы до сих пор изучаем. Это уже как бы. А то, что мы проводили выставки, это, то, все, конкурсы, какие-то мероприятия, это уже дополнительно, да, это никому не нужно, и никто это не замечает. Сейчас вот, допустим, я бы вот, что я могу сделать? Я работаю, кстати, Эндрюге айтайын деген, я этот, чуть-чуть, как сказать, как оппозиционер в области искусства, я говорю, и я не нравлюсь людям, потому что, ну не людям, а точнее, у нас есть... Ол оппозиционер деп айтпасаң да болады, ол это
Человек, который просто говорит правду, Да. как есть. Все. Как есть. И- Оппозиционер это такой ярлык, на самом деле, ну, можно Ну, не это, использовать. если кто-то критикует, ну, нас же критику нормально не воспринимает. Критика же это чисто по работе же критика. Да. И вот я всегда говорю об этом, что надо культура, нужно. И из-за этого происходит какой-то дисбаланс. И, соответственно, для развития, допустим, для какого-то уровня выйти, нам нужен другой результат. То, что мы сделали, мы навидались. И то, что дети у нас рисуют, они будут рисовать. Дети, вообще человек, когда рождается, он прежде чем писать, он рисует. Любой человек, когда рождается, он рисует. Yeah, you Он can папу рисует, домик, Yeah, этот, tell. да. Yeah, it's cool. Да, Yeah. да. А Kindergarten. он, Painting. Yeah. да. Ты его сразу, он писать же сразу не начнет же. Yeah, he starts drawing first. Да. If it's- Это в сторону писателей, короче. это Yeah, but you know камень what? в их огород. You know what? Вы вторые. You know what I'm thinking. I think one of the problem here of not having sponsors. Okay, have you like if у нас в Актау есть много художников, right? Вы не думаете, что может быть вы собираете? Do you understand? Form an organization. Yeah. You know what I mean? Ассоциация. Yeah. Like association. Of А я в arts. Союзе художник Казахстана. Нет, здесь Ну, именно он здесь на этом Актау руководстве есть? находится. Не, здесь Лоб недавно, ставился. недавно создалось это. Союз создается. Смысл поддержки. создавания этого, если смысл создать ее, и если нету финансирования. No, I think, я думаю, что maybe if you all come together, form an association, Yeah. and get a one voice, I think somehow. It's like party, you think. No, it's not like a party. No, it's not nothing political. So it's not governmental. It's not governmental. This is how I think it works. When all the artists come together, and they form an organization Yeah. of artists. It has nothing political to do with that. Right. They start working together Mhm. as one body. Yeah. Trust me, definitely, probably the government We'll going see. to listen. Осы неге дейін март апрельге шейін 8 проект жасадым. Мгм. 8 Мгм. январьдан бастап Уральскіден бір художник алдырдым. Мгм. Онымен бірге по портрету мастер-класс болды, и в конце выставкасы болды. Мгм. Одан кейін Астанадан келді. Мгм. По абстракции мастер-класс, выставка, тусовка, галереяның ішінде бәрін. Мгм. Одан кейін қазақтың заслуженный этот художник Казахстана, Ресейден Кабил Мулашев дейтін кісі келді. Одан кейін Өзбекистаннан келді, Қырғызстаннан келді, Ресейден келді. Мгм. Соның бәріне каждый ай бүйтіп жасап келдік. Мгм. Оны біз өзіміз істедік. Да, тоже каждый ай бір балдар көмектесіп бүйтіп. Так мы делали с 13-го года. Мгм. 10 лет. Если меня кто-то заметил бы, ну, точнее, если бірдеңені өзгертетін болсам, давно өзгертуге болатын еді. Асқар, сейчас это не актуально, понимаешь? Бұл жерде мен сенің кішкене сөзіңді бөліп, мысалы, өзінің жаңа, мое искусство это бизнес же. Like I'm doing Нет, business. в плане, вот теперь смотри, Вопрос. если ты хочешь сказать насчет бизнеса, Нет, не как бизнес. Акша Даже жағынан, это вообще все не- нормально. Я в том плане, что есть такая притча, иллюстрация есть такая, да, мысалы, человек ищет золото или там алмаз, что ли. Yeah, where he would take when it Да, was он almost there. копает, и вот буквально там остается на одну лопату, и здесь вот этот камень. Он бросает, да? Он говорит, да все, я нахрен уже устал, все, нафиг это все нужно, никто не помогает, я один тут копаю, но не нашел. Выкидывает, уходит. А есть тот, который копает, и в этот момент говорит, нет, я не брошу, я еще сделаю. Копнул, и тут на тебе камень, и... Что ты думаешь, что изменится, думаешь? I think. Что ты думаешь, допустим, Вообще, по истории, братан, Что, по не истории. өзгеріп кетеді деп ойлайсың? В Изгерпеткинде, смотри, по истории вообще, на самом деле, художники, вообще люди искусства, музыканты, художники, их никогда в жизни не поддерживали.
То есть вот всю историю Почему? посмотришь, поддерживали, Почему? если рождались, например, такие крутые музыканты, допустим, я как изучал музыку, я как по музыке скажу, да? Мне кажется, это от Рождались человека такие, зависит, которые там Аскар. сын какого-то крутого Не, чувака. не, не. И Айвазовский его был, слышит. допустим, художник, Айвазовский, он Ну. очень богато жил. И Пикассо жил, да, очень богат. Ну, Дали жил. Вопрос You know, не because- богатства. Вопрос того, что государство, например, поддерживает Не, ну, или нет. Подожди, государство поддерживает или нет, действительно. Подожди, вот это было какой век и какой год, да, это раньше было, средневековье, где-то это. Да, Эрмитаж, Третьяков, вот это, братья Третьяковы, они вообще создали очень большую культуру для России, да, эти два человека, да, да, они меценаты, да, они такие богатые люди. Нет, проблем нету. Если так, Олар сурет салуға дейін не болған ба? жоқ, ол коллекционерлер ғой жинаған, потом өкіметке қалдырған ғой. Енді сен, если ты хочешь сказать слова министра, то что Бетховен, Бах там жили там в нищете и потом творили, там люди искусства должны быть в нищете жить. или там, или так. Не так, совсем Не, и ондай ойлап отсаң, а то, что я обычно, допустим, не будем туда уходить, да, вот, советское время возьмем, Мгм. это недалеко от нас, да. Мгм. Был союз художников. В то время каждому художнику выдавались мастерские, Мгм. выдавались холсты, краски. За счет За счет государства. Государство держало это все. У нас в Астане, в Алмате, каждом этом городах есть такие мастерские для художников созданные остатки от Советского Союза, конечно, да. Эти такие здания, но это все құртты да көп. Өзіміздің қазақ құртты да, мысалы. Оны біреу сатып жіберді, біреу бейтті, біреу баланста қазір чуть ли там бірдеңелер алып қалды да. И там тоже эти же люди, вот допустим, эти же, как бы, как тебе сказать, здания, они сейчас есть. Там есть Союз художников Казахстана. И есть филиалы. У нас в городе Актау тоже открыли филиал. И все есть. Но если так мы возьмем, допустим, как проводится, допустим, футбол. Ты футбол, допустим, футбол унесендар, да? Есть облспорт. Они соревнования проводят. Правильно? Ну, здесь также это футбол. Не, ну, искусство. ладно. Они не спонсируют. Не, ну ладно. Это опять же вот частные эти. Теперь смотри, ты же про менее говоришь. Все. Почему очень большое финансирование именно от государства выделяется на футбол? Именно даже в облспорте. Есть дзюдо, есть вольная борьба, есть бокс. На каждый это выделяются деньги, чтобы проводить соревнования, сборы, ездить. Да? Да, ну, это Каспийда айтып отырсың ғой. Даже Каспий болмай ақ қойсын. Асқар, ну зачем? Саған бермейді мини-футболға деп, анау-мынау. Не надо. Любительскийға вообще не поддерживают. Но есть то, что облспорт же есть. Правильно? Который обязан заниматься. Любительский футболды негізінде ешқашан қолдаған жоқ. Асқар. Финансовый ешқандай болған жоқ. Асқар, давай не будем, да, сейчас сен футбол ұстап қал бірдеңе деп. Я знаю, сколько денег туда уделяется. Но не доходит. Не доходит. Теперь вопрос, подожди. Не доходит, это уже другое. Есть кто разбирается в этом. Я говорю в фактах, то, что есть облспорт, туда финансирование идет. И то же самое есть культура, туда тоже финансирование. Но не доходит. Да. Кому? Теперь смотри, как должно быть. Спорт, он не только для людей, которые любят футбол, оларды қолдау емес, чисто. Есть кто боксом занимается, кто кикбоксом, кто в волейбол играет. Всех надо поддерживать. Мы в таком 21 веке живем, и мы должны, у нас должны люди, которые любят свое дело, фанаты своего дела, и они должны продать, что ли? Это неправильно. А как создаются такие революционеры, да, или какие-то люди, которые, да, в жизни какие-то там подвиги сделали, потому что у многих это надоедает, когда ты запрещаешь человеку
заниматься своим любимым делом и как бы препятствия насчет развития. Ты даже сам сейчас вот только что смотри, до этого ты мне говорил, зачем тебе это так? Ты же про футбол сказал, ты уже там битваться, да? Это уже у каждого человека больное есть, да? Я бы дзюдо не болел, болел бы, если там проблема была бы, я бы тоже высказался бы, и Жанданар едем, да. И то же самое я, когда вижу про свое любимое, вот, допустим, дело мое, да, конечно, я изнутри знаю, потому что я в нем живу. Ты даже про футбол, когда ты уже такой начинаешь. Видишь, это у каждого человека, допустим, ты педагог же, да? Ты ради денег занимаешься? Ради. Имеется в виду, ты занимаешься вот преподаванием. Он бизнесмен, братан. Он Нет, в первую очередь бизнесмен. Нет, ради денег? Say the truth, bro. Не, у тебя есть кайф от этого? Ты получаешь кайф от процесса? Да. Как это где я получу деньги, кушаю. Но я люблю, что я сделаю. Но самое главное, надо жить, right? So it's, я не буду сделать, что я не люблю. I cannot do what I don't love. Асхан, вот Understand. смотри. I cannot do what I don't love. Жить, зарабатывать надо. Unless life put me in that position, you know what I mean? Ну, давай так скажем, да, допустим. Есть выбор, да, допустим. У меня вот, допустим, выбор, да. Я художник, я занимаюсь картинами, да. Но у меня есть очень много знакомых, друзей, братьев, да, которые меня могут в другой бизнес потянуть. Да. Ты что, меня не возьмешь, что ли, рядом? Допустим, если бы я не занимался бы искусством. Конечно. Я сказал, в первую очередь, He's doing it because of the love that he has for it. Енді смотри, енді Асқар қара, мен өнерге келген кезде, мен ақша үшін келген жоқпын. Да, мен оны білем. Ол жерден ескертулер басында да, и мен вообще түсінігім бойынша да түсінгенмін. Өнерге келген адам ақша үшін келмейді. Өнер жолына жұмыс жасайсың ба, сен ол жерде саған байып кетпейтінін, сенің қиындықтар болатынын мен білдім. И осознанно барасың ол жерге, да. Әрине, өнерді саған берілген өнер, ол как менің ойымша, ол как аманат ретінде, сен оны ұстап, оны дамыту сенің парызың. И өнерді сатпа дейді, мысалы, да. Өнерді сатпа деген қалай ол? Мысалы, мен сені танимын, сен маған айтасың, мен саған мынандай жұмыс предлагать етем, ақшасы мынандай, ни в чем не будешь нуждаться. Мен сол жерде тұрып саған еріп кетсем, мен өнерді сатқан болам. Мен мысалы оған қараймын да, мен жоқ, мен қанша қиыншылық көрсем де, көретін болсам да, қандай байып кетпейтін болсам да, мен осы өнерді таңдап, потому что мен жақсы көремін. Мына кісіге де айтқан сұрағым сондай, ол да айтып тұр, көрдің ба, тамақ жеу керек, көш, бизнес это керек. Да, это нормально, жақсы, но он же любимым делом занимается, то, что он преподает. What's up? He's talking about that you don't do. Like, Well, you have to do what you love. Well, the That's it. thing is this. Было время в жизни, которые люди сказали, что делай, что ты любишь делать. Ну Было да. это время. Но сейчас, на это время, все хотят жить. Хорошо жить или нормально жить. Да. Потому что сейчас жизнь уже меняется. Интересно меняется. Интересно, например, 20 лет назад, 20 years ago or 15 years ago, you can do what you love to do, even though you get peanuts from it. Yeah. But now things have changed. Economic кризис везде. So сейчас не что ты любишь делать. Now you're doing what you want, что нужно сделать, чтобы держать семья, держать себя. Потому что это не что мы хотим, но время, time has made us to be in that position, which we cannot change it. So now most people don't go out to do what they love to do. They go out to do what is going to put food on the table. In that case, айтып отырған түсініп, соны
қазір уақыт өзгеріп, қазір адамдар дейтін өзінің жаңағы кезінде мысалы жақсы көріп жасайтын болса нәрсені, қазір кризис, анау-мынаудың салдарының кесірінен, мысалы қазіргі Это в адамдар. то время тоже было. Бірақ қазір одан да қиын болып кетті ғой. Не, Осы сейчас- анау-мынау сейчас- қазір сейчас- дейтін, я сейчас мысалы пос- сен өзіңнің жақсы көретін затын жасамайсың, ақша табу үшін сен Мен саған жақсы қазір көретін бір зат айтайын қазір саған, да, Асқар. И то время было, то, что сейчас, то, что мы сейчас обсуждаем, и в то время было. Мгм. Сейчас дело не в том, то, что ты не прокормишь семью, или ты, как бы, время что-то поменялось, да? Просто сейчас интересы у людей другие. Мгм. Потому что сейчас мы отошли от духовности, сейчас людям нужно только деньги. Каким путем, это не важно. Самое главное, если когда человек вот любимым делом занимается, от этого кайф получаешь. Да, получаешь. Но смысл этого кайфа, если ты там денег не приносит, деген сияқты ғой, Мгм. да, может там сравнению там какими-то строительными компаниями, я там, если директором стал бы, я бы вот столько зарабатывал бы. Да. Мгм. Но я сейчас как художник вот столько, мне этого хватает на жизнь. Мгм. Но я кайфую, да, от процесса, от всего вот этого, да. И знаешь, как тебе сказать, сейчас вот мы сейчас сидим, обсуждаем, говорим, и это то, как. Это все просто, как бы, просто поговорили, да. Но развитием должны заниматься определенные управления, определенные люди, которые там во власти, у которых есть финансы. И это должно В быть данном доходить. случае Министерство культуры. Доходить должно до каждого ребенка или до каждого спортсмена, да. Мгм. И все это проблема происходит из-за того, что она не доходит. Мгм. Ұмытып кетеді, да. Ну, может кто-то, я не могу сказать, она ворует, она борденедит, но есть такие факты есть, да, то, что не доходит. Мгм. А мы сейчас говорим, как бы, то, что спорт, там, культура, как бы, и туризм, Мгм. это все не в наших руках. Я вот лично могу лучшим гидом стать. Мгм. Да, там джип, там я там рисую, я подводной охотой занимаюсь, если касательно туризма, я там путеводитель хороший, я там рассказываю. Я могу этим стать, могу. И без государства могу сделать Мгм. это. Мгм. Но я когда еду по дороге там с туристами, да, там туалет воняет, то что и там стыдно мне остановиться. Осы жерде мына осы неңді айтып жіберші, мынау оқиғанда бір жапонның жігіттері келді дедің ғой. Енді мен соңғы жаңа айтып жатқаным, это мы не можем исправить, потому что туда деньги нужны, и разрешение, там бумаги, законности, да, это делать должно государство. То же самое в искусстве. Галерею построить для города, для общества, для народа, это я не могу сделать. И какой-то бизнесмен тоже он не должен делать. Он не обязан, по идее. Наши қазақтар имандылықпен, немен, жаңағындай қазақшылығымен, бауырмалдылығымен, таныстығымен, поддержкасымен только могут там подарить такое, да, как мне подарили, да. И, зачем нам туда государство? Если у нас не могут построить как бы галерею городскую, прям специально, чтобы могли художники выставляться, выставки делать, и народ приходил, любовался, да? Енді жаңа айтам қазір. Енді сен жаңа айтып отырсың, нені бойынша, туризм бойынша, да? Да, как-то бір нелермен, жапондықтармен, екі жапондық неден шығамыз. Осыны қалаға келеді. Туристов я вожу же иногда, джип-тур я занимаюсь. Мына жерде айтып жіберейінші, мына Аймұрат дейтін, Да. Аймұрат дейтін Art Expedition дейтін бізде. Мына жерде жаңа несі шығады, ссылкасы шығады, инстаграм бар ғой, иә? Бар. Инстаграмға мына жерге көрдің ба? Қай жерге? Я просто дополнительно занимаюсь, я туризмом занимаюсь, ну, как бы, вожу джип-туры. И с Японии приехали два этих туриста, женщина и мужчина вдвоем. И мы их встретили, я еду,
с ночевкой едем. И мы едем по трассе, я еду, лето она. Ну, туалет надо, как бы остановился в уборную, да, там, хотел сам. Я зашел, конечно, там, блин, летнее время, жара, еще там мусор, это все вот это прям говно, все видно, да. И я остановился и смотрю, говорю, там туалет. Она туда, они сходили, потом Обратно. мы ехали, один день там были, она ни разу не сказала остановись возле туалета, потому что она уже не захотела туда заходить. И, ну, конечно, это же об этом если не говорить, да, ну, а то, что насчет, это проблема. This is true. Я путешествовал в июне. Куда ездил? Алмати дороги, ездил на машине. Ездил на машине? Я тоже ездил. Да, so, это все туалет, которые Он ты еще видел. легковой мембарок, Hyundai Всё. Sonata. Wait. Джип Пенджусова, Hyundai Sonata мембарок придумал. Я это понимаю, man. Понимаешь, да? Я очень понимаю, и это вообще, это не хорошо. It's not good. And if a foreigner, you know, tourist, you know, it doesn't really encourage. Для сравнения просто, вот, как бы это обидно не звучало, мы сейчас в сторону такой критики небольшой ушли. Но нужно говорить, для сравнения, здесь выйдет фотографии туалета, которые в этом, на трассе в Европе, там, в этих странах. Развитых странах. Скандинавии, ну, все мы развитые страны, Да. просто где-то туалеты просто не такие. Но вот там вот туалеты, это просто это шедевр, просто это как у нас таких бизнес-центров нет, как там туалеты, да? То есть Да. для Ну, сравнения. Но ну. можно сделать, это вообще, по сути, просто заняться этим, сделать. Это такая мелочь, которая на самом деле твою поездку жолун жақсартады, мысалы, ты хочешь, у тебя в машине нет Асқар, захотел в степь вышел, или ты остановился, видишь хороший У нас все должно все развиваться нормально. И в туризме, и в спорте, и в культуре, везде. И в образовании то же самое. Но я думаю, что Вижу. все это иногда, как я вам сказал, right? Да, я вижу, что спорт здесь много людей занимаются Ну спортом. да. Много людей, дети, подростки, они занимаются спортом, это очень хорошо. Но что я вам сказал, что если я был вас, я буду это открой организацию для художник квартал. Че, школу что ли? No, just like yeah, really, because может быть вы уже стараетесь, you know, вы уже по Мы поводу давно, нового- если там. Но все В 2013 равно, году открыла. если для меня, если я бы вы, я не буду, I'm not gonna give up. Не сдавайся. I'm not gonna give up. Ты смотри, это давай так сделаем. Давай, мен айтайын енді, да? Мен осы жерден айтайын, да, енді. Не сдаваться, это уже, я от этого уже неизбежно мне это, да, я до конца буду идти. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Вообще, Yeah. почему я затрагиваю эти все темы, да, Асқар, я тебе говорил до этого. Я 10 лет пытался что-то сделать. Очень много. У меня, то, что мы сделали, Тынышбек у меня друг и моя команда, да, то, что мы сделали, даже вот эти союзы художников не сделали, наверное. То, что мы сделали. И эта ассоциация у меня есть давно. Я в 2013 году открывал ее. И она до сих пор у меня работает. Недавно, ровно через 10 лет нам дали один проект. Ровно 10 лет я воевал, и мне дали один проект. Ее прям поджали. Последние 2 месяца оставалось. И сделай это. И мы это делаем. Хотим это показать, но никто на нас не смотрит. Им даже не интересно, что мы делаем. Они нам отдали, отчет принеси. И что я понял? Вот от всего вот этого всего, что я понял, да? Да, государство должно развивать спорт. Оно не должно только флаги поднимать там где-то на чемпионатах мира.
Государство должно заниматься развитием спорта на каждом регионе, чтобы нация была здоровая, да? Должна, обязаны. И как спортсмен, кто выйдет там, это он личное каждого человека, он сделает это. Он может и с государством, и без может. Потому что он любит этот спорт, он сделает это без проблем. Но общество надо, вот это все, это обязано государство, и в том числе облспорт даже. И культура то же самое. Точно так же, да. И в туризме тоже самое. Я как художник, я уже обосновался, и у меня все, Аллаху шукр, все нормально. То, что у меня вот это все происходило за этот период, 10 лет, я сам, когда начинал, у меня энтузиазм прям вот так горел. Энтузиазм у меня горел, я такой смотрю, раз там подножкой видишь, где-то там бегаешь, кабинет. И каждый год там стартом придешь, там Агашки или там Апашки с картиной дашь. Ой, там, на следующий год там сделать. И то, знаете, для чего я это хотел? Единственное, мы просили осенние, весенние вернисажи, симфозиумы, конкурсы для художников. Не для меня, для общества просили. И это всегда не было. И через 10 лет я узнаю, что у нас выделяется 4,7 миллиарда денег на искусство. Это 10 миллионов долларов, да? Это выделяется. У меня вот так крыша сорвалась-то. Я такой говорю, ни хрена себе. Столько денег, и еще у нас нету своего. Да. Куда? И почему я 10 лет хаялся, да, со всеми, да. Я и беспонтовым человеком для депутатов был, я для Акима нехороший стал, я для общества нехорошим стал. И в конце, получилось так, я сказал, знаешь, что я понял? Все вот это все, когда прошло, все, я сейчас закрываюсь, тему вот так. Все, мне это не надо. Я не буду дружить ни с культурой, ни с государством. Я одно понял. Каждый человек, он сам как личность, он должен сделать свое. И все, по своему пути. Хорошо получится, плохо получится, это получится. И все. А так, то что, конечно, это может быть как-то негативно. Может быть, это негативно, но я хочу сказать, вот ты говоришь про искусство, ты хотя внутри ничего не знаешь. Асхар, ты тоже, да? Говоришь, а ты внутри это не знаешь. Я у тебя не знаю, как у тебя английский. Да. Really? Да. Well, the thing is this, right? The thing is this. What I know, or what I believe is this. Around the world, все мир, around the world, много людей путешествуют. Бог, знаешь, я не буду это сделать. Много людей. Но я не считаю, я не буду сделать. Но есть много людей, много стран, которые путешествовали в Европу. Только посмотри на Мона Лиса картина. Ну там да. в Европу. Это как я уважаю, you know what I mean? Но at the end of the day, я не сказать, что да, это Мона Лиса я никогда видел. I've never been. I didn't go to see Mona Lisa stuff, you know. I'm not saying this. I wasn't a fan of art. But what I'm trying to say is, I believe, я верю, что вы можете сделать, you can make art culture to be well, do you understand? To be well recognized in Actal. Do you understand? It can happen. We don't need to have our own Mona Lisa. We can have our own, you know, our own, like the culture, the history of Actal can be written through art. And I believe, really, he showed me his painting, and that thing is sick, bro. Yeah. So I think, or I believe, my advice is, Не ди? he should, да. Че он говорит? Нет, Ты же ничего не знаешь, что ты. о чем ты говоришь? Я сказал, что много людей в мире, они путешествуют в Европу. Я знаю, Да. выбор. Но я хочу сказать, что у нас в Актау,
нам не нужна Мона Лиса, но наши, здесь культура, наши, you know, Uzun здесь. sözün qısqасы. Yeah, I'm gonna cut you, bro. Yeah. But uzun сөздің қысқасы, қазір мысалы ол айтып отырғаны мынау біздің Маңғыстау, біздің Ақтау бойынша осы мәдениетті, сурет деген сияқты өзінің жақсы көретін нәрсеңді дамытуға ары қарай үлесіңді қоса бер. Жаңағы нем сондай деп. Бұл жерде біздің енді айта беретін заттарымыз көп, жалпы бұның жалғасы болады да. Мен түсініп, жалпы өзіңе қалай мынау ары қарай жалғастыруға болады деп But the thing is this. Sorry. Okay, yeah, finish. Yeah, you should. I mean, we have like limits, so we're gonna Yeah, cut but it one down. one last question. Yeah. One last question. How can art in Mangistau be recognized, respected, and be promoted? What are the Вот он points? вопрос как раз и так как у нас шоу. Now we've talked about we've talked about the whole Yeah. problems. Now what Yeah. is the solution? Solution. Я хочу, чтобы наши зрители, которые будут смотреть, біздің көрермендер мына шоуды қарағандар, осы сұраққа мынау астында жаңағы орысша, қазақша аудармасы жасайтын шығар. Бірақ өзім айта кетейін, осы мәселе Эндрюдің сұрап отырғаны мына біздің жалпы осы Ақтау Маңғыстаудың мәдениетін ары қарай қалай дамытуға, қалай өзгертуге, қалай жақсартуға болады деген сұрақ қойып отыр. Сол сұраққа келесі эпизодта Аймұрат мырза менің досым жауап береді, бірақ сіздерден де бір жұмыс керек, кішкене бір үй жұмыс деген сияқты. Сіз осы сұраққа жауап берсеңіздер, өздерінің ой пікірлеріңді айтсаңыздар, бізге өте маңызды болады, және де ары қарай бұл мәселені жалғастыруға, дамытуға біздер өз үлесімізді қосамыз. Сондықтан осы шоуға келген Аймұрат досыма үлкен рахмет айтамын. Бұрадан күшті әңгіме айттың, өте маңызды мәселелерді айттың. енді Маңызды сұрақтарды көтердің. Really good. Енді ары қарай жалғасы болады. Екінші эпизоды бар, үшінші эпизоды бар. Біздің жалпы ал не айтасың шоудың бір қызығы, біздер жалғыз бір эпизодпен тоқтамаймыз. Біздің алдымызда жаңағы алдыңғы шоуда, бірінші шоуда Расул дейтін ініміз болды. Братишка Расул, который здесь... Yeah, we had Rasul. Онымен де тағы да эпизод жасаймыз. Аймұратпен де тағы да 2-3 эпизодымыз бар деп ойлаймын, себебі қазір айтқысы келіп отырған әңгіме. Мынаның бәрі толған әңгіме негізінде күш емес әңгімесің. Сондықтан айтатын не ол? енді сенен бір мынандай жаңағыдай осы кеңес, осы алдымызда жаңағы жастарға мынау суретпен айналсам дегендерге, я болмаса культураға бір жалпы неге әкімшілікке ешқандай қатысы жоқ, тек былай мәдениет бойынша, осы сурет салу бойынша бір кеңесіңді айтып жіберсең. Біз енді жас болдық қой, мен де жас болдым. Мен де жас болғасын, басымнан өткеннен кейін осы көп нәрселерді, жүрегім ауырғанның қырсығынан осындай нәрселер айтамын. Кому-то негативно, может негативно, но сейчас этот позитив мы успеем посмеяться, и это все, что хорошо будет, это, конечно, оған біз үлгереміз. Жастарға мен айтайын деген, просто жаңағы қазақтың, әрбір біздің қазақтың шалдарын айтып кеткен сөздері барлығы мотивация ғой. Жаңағы бізде айтады, то, что жаңа еңбек етсең тоярсың дейді, жаңағындай. В общем, жаңа сен жаңа притча деп айтып отырсың, то, что ең соңғы бет алған кезде соңында шығуы мүмкін. Соның барлығы, оның барлығы тек еңбек, тек қойған мақсатыңа неге жету үшін. Ол жерде ешкімге қарыз емес. Жеке маған касательно, или саған, или ол жастың өзіне ешкім должен емес. Ол түсінікті. Маған да қарыз емес. Міндетке емес. Но өнер мен спорт, туризмге қарыз олар. Сол үшін оған жаңа сен айтып отырсыңдар ғой, көбісі ойлайды, это негативно. Я говорю, лично на людей, вот сенің футболыңа саған именно ешкім қарыз емес. Тебе тоже никто не должен. Маған да не должен. Но жастардың болашағы үшін, өнер үшін, спорт үшін,
туризм, образование, медицина, да, барлығына міндетті үкімет. Ал жеке басқа, ана спортшы неге? Оған ешкім қарыз емес, маған да қарыз емес ешкім. Ортақ, маған тек менің айтатыным сол өнердің үшін деген сияқты. Ал мен жастарға айтам, чисто қойған мақсаттарына тура тіп-тіке басы керек, себебі мен де жас болдым қазір. Керела райдис. Былай. Yo, Andrew, Yo, what's up, bro? your advice For for everything that was said. Man, honestly, меня очень рады, что приехал сюда. Я уже изучать, я уже знаешь много. Really, I've learned a lot about getting to know the situation of art here. I don't want you to give up, bro. I don't want you to give up. Жеңмелі тұрсаң, I жеңмелі. don't want you to give up. Нигериядан бір сәлемді тұрсаң. Bro, we going to Nigeria. Мы пойду в Africa. Thank you for staying with us. It's been an amazing show, and I've learned, I've grown a couple of inches. I started loving art, not just today, but a lot of things have changed in me. I don't know how to drop it. Art is a language. Art, it's a culture. I don't think it's something we should throw away. I think it's something we should leave because it's life. It's life. Because my ancestors were communicating by art. Peace out. I'm Andrew. See you soon. Дәл өзі. Ал не айтасың шоу? Достар, қараңыздар, келесі эпизодтарды күтіңіздер, комментарийларыңызды жазыңыздар, ойларыңызды жазыңыздар. Біздің студияда Аймұрат Наятов, біздің художник, біздің спортсмен, біздің революционер деп бәріңізге рахмет. Келесі эпизодтарда Keep art alive. Keep it alive. Keep art alive. Keep the culture alive. Ал не айтасың? Show. Не айтасың шоу, не айтасың шоу. Көрерменім назарың бізде болсын. Ана шоу.